Палубной команде приготовиться к швартовке. Давайте, ребята, все на бак. Экипаж ледокола капитан Бабичев не был на суше уже 3 месяца. Все это время судно бороздило просторы морей Северного Ледовитого океана. Команда занималась доставкой жизненно важных грузов в отдаленные арктические поселки. Мы вернулись с моря, с Быкового мыса, 1620 километров по реке, в тяжелых ледовых условиях. За собой мы привели караван из нескольких судов. Все добрались до дома благополучно, без происшествий. Путь домой занял около 10 дней. Рейс осложнялся погодными условиями. Пробираться приходилось через ледовые поля и мелководье. Если бы не ледоколы, говорят капитаны, остались бы зимовать посреди реки. Если случайно отстой, то это получается. Пока речка не встанет, на теплоходах экипажи будут. Пока река не встанет полностью. Только тогда уже можно экипажи как-то вывозить и все прочее. Все хотят домой, все хотят дома зимовать, ночевать и все прочее, чтобы теплоход дома был, не где-то на случайном отстое. Конечно, все стараемся до дома доехать. После прибытия в столицу ледников Якутии, поселок Жатай, суда подготавливают к долгой зимовке. Команды торопятся, на улице постоянно холодает. Чем ниже показатели термометра, тем толще лед на реке. Здесь уже давно, уже неделю сюда с реки затаскивает лед, и на Шуговка здесь потяжелее лед. Уже он буквально ходит пешком. Основная работа – это завести весь флот и расставить флот в затоне. Сейчас у нас на данное время там работают 4 буксира. В следующий раз эти суда выйдут в рейс уже весной. Сейчас им предстоят долгие месяцы ремонта и подготовки к очередной навигации. Исключением пока станут паромы, которые будут обеспечивать переправу через Лену. Сейчас экипаж ледокола капитан Бабичев готовится продолжить работу, но уже на реке. Он будет стоять в резерве в полной готовности в любой момент прийти на помощь еще одному ледоколу капитан Бородкин, который будет заниматься сопровождением судов с одного берега на другой. Операция продлится еще около месяца. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Денис Попов. Вести. Якутия.